Доброе утро, дорогая церковь. Хочется задать вопрос. Все хорошо? А то просто... Хорошо, дорогая церковь, доброе утро. Добро пожаловать на воскресное богослужение в церковь Краеугольный камень города Якутска. Я рад вас всех приветствовать здесь. Скажи, я на правильном месте? В правильное время. Пусть Господь благословит вас. Давайте мы помолимся, мы благословим это собрание. Мы будем славить Господа, будем совершать богослужение. Будем служить Ему, будем служить нашим братьям и сестрам, кто рядом. Аллилуйя! Господь, вся слава да будет Тебе на этом месте, Господь. Мы приходим к Тебе во имя Иисуса Христа, и мы отдаем Тебе и вверяем это собрание. И просим Тебя, Господи, двигайся, как Ты хочешь. Делай, что Ты хочешь, Господь, здесь, на этом месте сегодня. Господь, ибо эта церковь, она принадлежит Тебе, и Ты глава этой церкви, Господи. И Ты великий Бог, и мы здесь, чтобы прославить Тебя, чтобы быть ближе к Тебе, чтобы слышать от Тебя, чтобы назидаться от Тебя, Господи. Еще раз, Господь, все, что здесь не делается, мы делаем во славу Твою. Мы здесь не для того, чтобы прославить себя, но для того, чтобы прославить Тебя, Господь. Господи, прими эту хвалу, это поклонение. Дай нам переживать Твое присутствие. Дай нам послужить нашим братьям и сестрам, которые здесь рядом. Господь, пусть все, что здесь не будет, будет во славу Твою, будет чинно и благопристойно. И весь Божий народ сказал: аминь. Аллилуйя. Слава Богу. Давайте мы дадим Господу аплодисменты, и мы прославим Его. Здесь в этот час, в это время мы неразделимы, едины. Все мы ждем Его. Изливается сила. Здесь в этот час, в это время мы неразделимы, едины. Все мы ждем Его. Столько мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения. Боже, и здесь твой огонь, пусть он горит во мне. Словно мощный ветер несется над землей. В нем сила пробуждения. Боже, и здесь твой огонь, пусть он горит во мне. Царство
Здесь в этот час, в это время мы неразделимы, едины. Все мы ждем Его. Все мы ждем Его. Благословлю Тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю Тебя. Благословлю Тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю Тебя. Благословение изливаешь, чтоб ставить мне, невынимых срок и небо. Я пою Тебе, благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое, благословлю Тебя. Свое святое имя Твое. Благословлю Тебя на земле, что богата всем, где течет молоко и мед. Благословлю Тебя. Благословлю Тебя и в пустыне, в которой я, проходя и долиной зла, благословлю Тебя. Благословение изливаешь, чтоб ставить мне, невынимых, чтоб пределах. Я пою Тебе, благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Ты можешь все мне дать, Ты хочешь все мне дать, и я хочу за все Тебя благословлять. Ты можешь все мне дать, Ты хочешь все мне дать, и я хочу за все Тебя благословлять. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, благословлю Тебя, мой Господь, воспою святое имя Твое. Благословлю Тебя, мой Господь, благословлю Тебя, благословлю Тебя, мой Господь.
знающий все сердца, от начала и до конца, не предашь и не оставишь. Ты Бог, и смотришь ты на лицо, видишь сердце так глубоко, и на зов наш отвечаешь. Все вместе! Доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Господи, ты свидетель, дугу нам долары не верни, а лопаты дома покуй. Tillgänglig verktyg, alldeles tillgänglig, överhuvud mäktig. När din egen fot framåt skyr, när din egen fot framåt skyr, när din egen fot framåt skyr, inom någon Gud ställer i vägen. När din egen fot framåt skyr, när din egen fot framåt skyr, när din egen fot framåt skyr, inom någon Gud ställer i vägen. Доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Мы превозносим тебя, мы превозносим тебя, мы превозносим тебя, Иисус. Мы превозносим тебя, мы превозносим тебя, мы превозносим тебя, Иисус. Мы превозносим тебя, мы превозносим тебя, мы превозносим тебя, Иисус. Мы превозносим тебя, мы превозносим тебя, мы превозносим тебя, Иисус. Доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, доверяй тебе, не боюсь, в твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Мы доверяем тебе, Иисус, в каждом дне. Спасибо тебе, Господь. Для Бога нет неразрешимых ситуаций. Помни об этом. Бог всегда рядом, чтобы вывести тебя из любой ситуации. Доверяй Ему.
и Он поведет тебя, и ты увидишь Божьи чудеса. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, что Ты такой чудесный Бог, Ты с нами в каждом дне. Аллилуйя! Не забуду я, как Ты освободил нас, разделил моря. Это исход моего сердца. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Знак от Тебя — это облако дневное, огонь ночной. Бог, иду я за Тобою. Ты спас нас, избавил, воды удерживал Господь. О, Яхве, Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Громче! Аллилуйя! О, Ты со мной, Ты со мной, Ты со мной пришел в Египет, взял за руку меня, повел меня Ты в землю обетования. Теперь я не забуду о делах поют Твои, навек поглощена смерть победою любви. Ты со мной пришел в Египет, взял за руку меня, повел меня Ты в землю обетования. Теперь я не забуду о делах поют Твои, навек поглощена смерть победою любви. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя. Море разделил Господь, нас в глубины Он ведет. Аллилуйя, аллилуйя. Бог воюет за меня, одержу победу я. Аллилуйя, аллилуйя.
с нами в каждом дне. Потому что мы Его дети. И Он наш Царь. Ты нашел меня, избавил меня Тобою, Спаситель мой. Побежден мой страх и повержен враг. Теперь я навеки Твой. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. До рождения Ты избрал меня, с любовью мне имя дал. Я родился вновь через Твою кровь, Твоим я навеки стал. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Я не буду рабом греха, ведь я дитя царя. Нигин буду выганал бы ты, Иисус бегачи. Кутталыгайды эстеп билирди, эйегер таланылы. Айы кулуна болбаппы, Иисус оғотобу. Айы кулуна болбаппы, Иисус оғотобу. Эремините мигин талбыды, Аттаңын ат бердиди. Иисус қанына саңарды келем, эйенемин болуду. Айы кулуна болбаппы, Иисус оғотобу. Айы кулуна болбаппы, Иисус оғотобу. В Твоих объятиях, в Твоем спасении душа ликует песню избавления. Мы навек свободны, пали рабства цепи. Давайте праздновать победу.
Аллилуйя! Мы каждый день празднуем победу Иисуса Христа. Иисус победил. Аллилуйя! Спасибо Тебе, Иисус, что мы сегодня, Господь, и навсегда можем называться народом Божьим, детьми Твоими Божьими, царственным священством. Благодарим Тебя, Иисус, за драгоценную цену Твоей крови, которая искупила нас, Господи. И мы имеем надежду на вечную жизнь, на жизнь с избытком во Иисусе Христе. Слава Тебе, Иисус, слава! О, Господь, мы благодарим Тебя. Это Твоя церковь, Господь. Ты пастор добрый этой церкви. Ты Господь и Господин всей нашей жизни. Господи, мы сегодня воздаем всю славу и всю честь Тебе, Господь. Аллилуйя, Отец Небесный. Иисус, Ты создал на этой земле церковь. Церковь на краеугольном камне. Ты есть краеугольный камень, основание нашей жизни. И сказано, что врата ада не одолеют его. Аллилуйя, Господь, истинно так. Пусть Слово Твое, каждое слово, которое каждый день сеется в наших сердцах, да будет оно живо и действенно. Мы благодарим Тебя за эту церковь, краеугольный камень, который Ты насадил на якутской земле. Господь, мы благословляем эту церковь, чтобы она расширяла Твои пределы, Господь. И да будет слава Твоя по всей земле, до края земли. И пусть прославится имя Твое. Каждый человек да обретет спасение в имени Твоем. Мы благодарим Тебя за то, что Ты поднимаешь эту церковь, Господь. Твое сердце бьется в этом церкви, Господи. И Твоя любовь, Господь, сердце каждого из нас излилась Духом Твоим Святым. Дух Святой, чудесный, драгоценный, нежный Дух Святой. Мы благодарим за Твое присутствие, за Твое наполнение на этом месте, Господь. И пусть, Господь, прямо сейчас, Господь, потекут реки воды живой из чрева каждого, Господь. О, Господь, воды Твои пусть наполняют это место. Пусть они, Господь, проистекают, Господь, по всему этому городу, Господь, и изливается вода по всей республике, по всей России, Господь, и по всему миру. Отец Небесный, мы благодарим за нашу церковь, благодарим за нашего пастора, Господь, Алексея Белых. Спасибо, Господь, за его служение, ибо Ты поднимаешь его на свои высоты, Господь. Ты даруешь ему дух крепости, Господь. Дух крепости, Господь, дух огня Божьего и дух силы Божьей во имя Иисуса Христа. Помажь его уста, Господь, чтобы те слова, Господь, которые он сеет в этой церкви, Господь, пусть они будут способны, Господь, изменять сердца людей, Господь, через водительство Духа Твоего. Господь, мы есть сеятели в Твоем царстве, Господь. И пусть в каждом из нас, Господь, который в церкви, Господь, который радеет за церковь, Господь, который повинуется и слышит, Господь, Тебя, пусть они будут плодовитыми в Твоем царстве. Аллилуйя, Господь. Спасибо, Господь. И мы благодарим за каждое служение, за каждого служителя, который есть в нашей церкви. Мы благословляем, чтобы они были плодовитыми, Господь, во имя Иисуса Христа. Пусть в их сердцах огонь, который загорелся однажды, он не будет сгорать, как тот куст, который встретил Моисей. Во имя Иисуса Христа во славу Твою. Отец, мы также благодарим и благословляем нашего епископа Андрея Манжосова и весь Северо-Восточный Союз, наши братские церкви. Пусть мы будем всегда радеть за дело Божие, гореть, Господь, огнем Духа Святого во славу Твою и идти за Тобой, Иисус, во все дни жизни нашей. Во имя Иисуса Христа Ты дал нам способность и возможность быть победителями в Тебе. Отец Небесный, также мы благословляем этот город, в котором Ты поселил каждого из нас в это время, Господь, в этот час. И пусть, Господь, по соизволению святых Твоих, Господь, пусть высвободится благодать и милость на этот город во имя Иисуса Христа. Мы провозглашаем, что на высотах этого города Ты господствуешь, Ты есть Господь и Царь этого города. Скипетр духовной власти в Твоих руках. О, Господь, славим Тебя, и мы высвобождаем, чтобы кровь Иисуса Христа исцеляла эту землю. Мы призываем, Господь, Твою милость, Твою благодать, Твою мудрость, Господь, на начальствующих, на власти этого города.
Пусть этот город будет процветать, пусть этот город будет наполняться жизнью Твоей, Господь, в избытке, славой Твоей, Господь, которая есть слава Христа во все время и на веки вечная. Отец Небесный, мы также, живя на этой земле, имеем нужды. Спасибо Тебе, Господь, что Ты даешь нам понимание, что нужды, Господь, только укрепляет нас, Господь. Через нужды приходит прорыв, Господь, Твое царство в нашу жизнь, Господь. И мы сейчас говорим, всякой тьме, всякому неустройству в нашей жизни, пусть разрешаются всякие оковы во имя Иисуса Христа. Пусть всякая болезнь, всякая немощь да будет разрушена силой крови Иисуса Христа. И мы призываем и провозглашаем Слово Твое, которое говорит, ранами Иисуса исцелены, ранами Иисуса исцелены. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя, благодарим, благодарим. Аллилуйя, все слава Тебе. И, Отец, я сегодня благословляю, драгоценные мои братья и сестры, ваши уши духовные, ваши глаза, чтобы они были открыты, чтобы принять живое семя Слова Божьего, которое сегодня будет сеяться на наших сердцах. Пусть это сердце будет, почва наших сердец будет благодатной, чтобы принять каждое слово, чтобы применять их в нашей жизни. Аллилуйя, Господь, мы благодарим Тебя. И пусть во всем да будет воля Твоя, благая, угодная, совершенная. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Аминь. Добрый день. Уже день, наверное, да? Всем, кто подошел чуть попозже. Можно детей сюда? Детей, подростков позвать. У нас добрая традиция. Мы на каждом собрании благословляем нашу молодежь, наших детей, подростков. У нас не так много, так как мы отменили детское служение пока в связи с ремонтом. Кто есть, выходите, мы помолимся за вас. У нас еще кто-то был. Аллилуйя! Отец Небесный, Господи, благодарим Тебя за каждого ребенка и подростка в нашей церкви, за всех, кто сейчас здесь, также за каждого ребенка, подростка, кто в нашей церкви, но отсутствует сейчас по каким-то причинам здесь. Господи, благослови каждого, как мы их благословляем. Господи, пусть Твоя рука, она будет над ними во все дни их жизни, уберегая их от зла. Господи, осталось пару недель до начала учебного года уже. И мы просим Тебя, Господи, благослови всех, кто пойдет в школу. Дай им терпение, дай им мудрости, Господи. И окружи их хорошими преподавателями, пусть все устроится, чтобы у них были достойные школы, где бы они получали знания, Господи, и благослови всю подготовку к школе, чтобы и денег хватало на все, и мудрости хватало. Если кто-то определяется с какими-то классами, с выбором учителей, Господи, отдаем все Тебе и уповаем на Тебя. И весь Божий народ сказал: аминь. Да будет так. И я бы хотел сказать, что, вернее, поделиться, может быть, вы заметили, что меня не было на прошлом собрании. Кто-нибудь заметил? Мы ездили с группой, с нашей молодежной, на сплав в город Нерюнгри по реке Чульман. И было, 26 человек, да? 26, еще там двое, представляете? То есть у нас где-то около 30 человек было, кто приехал с Якутска. И 2 дня мы сплавлялись по реке, и все это время был дождь. В смысле, пока мы сплавлялись, он ни разу не прекращался от слова вообще. И мы, когда ехали, мы смотрели на прогноз погоды. Понятно, что молились, кто-то молился, чтобы дождя не было. Но, знаете, Бог есть Бог, ему видней. Да, но на все на это, знаете, молодежь осталась в восторге. И слава Богу, никто не заболел, потому что местами, знаете, было, сурово. То есть, когда ты ветер встречный,
дождь льет, и к вечеру температура падала там до 8-9 градусов. Ну, было свежо. У меня костяшки на руках начали ныть. Я так и не понял, что это было. Это предвестник старости или что это вообще? Или просто руки, ну, вода холодная. И вообще, на самом деле, я не знаю, как бы было, если бы мы не молились, потому что никто не заболел. Ну, вернее, у нас болели дети уже после, то есть у ребенка поднялась температура там до 40, 2 раза вызывали скорую и предлагали в больницу лечь. Ну, сюда приехали, у всех все хорошо, там уже другие начали болеть. Но это было вирусное, я могу так судить, потому что там никто у нас не это. Бог смилостивился, и когда у нас был один день выходной там, и не было дождя, хотя по прогнозу там вообще месяц постоянно дожди, и мы смогли выехать там на дачу, пожарить, нет, не мясо, там рыбу жарили, и что-то нас там вообще угощали. И огромная благодарность всем, кто принимал нас там, я уже говорил, в Нерюнгри. И помните, Александр Прощелыгин и остальные Прощелыгины там тоже принимали участие. И все было так круто организовано, что нас привозили. То есть, ну, вещи мы с собой не брали. То есть представьте, если ты в лодке, если еще и весь скарб с собой тащить, ну, кастрюли и всякое такое, мы отправили на машинах, и они на место стоянки, где ночевка была, туда все привезли и потом забрали на машинах. И построили даже такой домик из поддонов и натянули тент китайский на него. И поэтому, когда был дождь ночью, ну, была печка и могли посушиться. И даже сделали двойной тент, потому что одинарный он все равно протекал. Но несмотря на это, по крайней мере, когда я проснулся, у меня верхняя часть спальника, голова и левая рука, они были насквозь просто мокрые ночью, потому что, ну, тоже там все это дело капало. В общем, было весело. Ну, для молодежи действительно было весело. После мы пошли в сауну, где все прогрелись, и бассейн там такой был для Нерюнгри, ну, я не знаю, там бассейн на территории ГРЭС, 25 метров, это было все в нашем распоряжении. Ну и баня, она такая не очень, наверное, но главное, что было жарко. И многие из наших, знаете, у нас 5 человек было, молодежь, они вообще первый раз были в парной. То есть они никогда не были, для них это, ну, то есть откровений и открытий было много. И вообще, слава Богу за все, то есть вернулись все живые и здоровые. Вот я, не знаю, хотел с вами поделиться. Слава Богу и также тем, кто организовал с нашей стороны все это дело. Это вот наши служителя молодежного служения Марина и Семен. И огромное им спасибо. И вы знаете, я уже просто смотрел, когда, я думаю, что, ну, правильные люди на своем месте, когда вот с нами ездила вот родственница одного из наших молодых людей, она медсестра была, ну, как медработник, и когда вот там случалось, и ребенок заболел, и там 40 температура, и когда приезжает скорая и предлагает тебе положить ребенка, я просто смотрю со стороны, разговор наблюдаю, когда, и Марина такая, так, что, нормально же. Как бы, знаете, я такой сразу вот узнаю, ну, вот свою жену. То есть первые 2 детей ты бегаешь, как этот, перед ними там, температура, еще что-то. На 3-го ты уже рукой махаешь. Но у Марины 5, я думаю, она вообще к этому спокойно относится. Потому что, ну, так вот относиться, когда чужой ребенок, да, у него температура 39-40, знаете, это надо иметь уверенность. Как бы, да, не побояться взять на себя ответственность, что все будет хорошо. И, ну, слава Богу, в общем, все хорошо. Мы все приехали, мы молились, чтобы все вернулись живые и здоровые. И хотя там еще было, вот буквально в день, когда уезжать еще, у меня дети начали, там один блюет, у второго тоже поднялась температура. Но когда все сюда приехали, все было хорошо. Слава Богу. Вот, и сегодня у нас будет обратная связь, наверное, с молодежью. Сегодня будет первая молодежка, они, наверное, поделятся своими впечатлениями, потому что особо там, ну, как бы не было. У меня тоже были, кстати, первые впечатления. Я первый раз в жизни ехал на боковушке в плацкарте туда. То есть я до этого в плацкарте ездил, но боковушку я всегда старался избегать. Да, но тут как бы билеты покупали на всех. Удивительно было. Я не понимаю, куда люди все ездят. У нас не было свободных мест в вагоне вообще. В Алдане, когда люди вышли, это было там, по-моему, 3:30 ночи там, или во сколько выходит, я свой матрасик взял, перекинул туда. Тут же зашли люди и сказали, что как бы у них 2 нижние полки. И мне пришлось обратно с матрасиком. Удивительно, люди ездят, и у нас, я смотрю, также, я знаю, у нас люди продолжают, у нас многие в отпусках, в долгих в наших, кто-то возвращается, кто-то вот еще собирается. Мы можем помолиться, кстати, если кто желает за
Вот сейчас сразу мы помолимся перед проповедью за тех, кто уезжает, кому предстоит дорога, хорошо? Вот. Еще из новостей, чем бы я хотел поделиться, кто заметил, что у нас потихонечку, ремонт он двигается, что-то преображается. Вот, да, слава Богу вообще. И потому что, знаете, всегда ответственность какая-то в плане даже дизайна. Вы обратили внимание, что мы решили не делать потолок, вот такой как офисный, вот в зоне фойе, где кафешка будет, потому что вы заметили, да, что пол стал выше на 6 сантиметров, мы залили стяжку, поднялось, и если опустить еще снизу, мы подумали, что будет слишком низко, поэтому просто заштукатурили, покрасили. Дальше вам остается только доверять, будут модерновые тоже светильники, я надеюсь, что будет хорошо. По крайней мере, мы вот в этом выиграем. Вот. Ну и все остальное постепенно движется, но мы подошли к пределу своих возможностей, в том смысле, что у нас кончились деньги. Но, знаете, я Бог благ, все доверяем Ему. И просто всегда удивляюсь, почему все столько стоит. Мы просто прикинули, сейчас вот нам просто на один свет, это без розеток, нам нужно чуть больше 100 тысяч. Это просто материалы. Еще же, видите, работники попросят деньги, чтобы их установить. И потом нам нужно купить еще розетки. Это тоже, наверное, 1040. И их тоже нужно ставить. И я думаю, что это, наверное, первое. Как бы нам не хотелось сделать пол, но скоро уже будет темно. И если мы подадим туда электричество, мне бы не хотелось, чтобы у нас где-то торчали провода, и чтобы кто-нибудь за этот провод схватился. Поэтому электрика это будет первое, что мы закроем. И вроде бы мы закрываем, но вот керамогранит, который бы мы хотели положить, с материалами у нас около 120 квадратов. Керамогранит стоит 2400 за квадрат. То есть нам нужно, если с клеем, около 300 тысяч. Это только материал. Это единовременная покупка. И будем доверять Господу, что хотелось бы вот до осени, потому что, представляете, у нас сентябрь, он уже не за горами. И нам нужно будет запускать отопление. И у нас кое-где что-то течет, нужно что-то сделать. И хотелось бы поменять в фойе на эти радиаторы. Я думал, может быть, поставить тепловентиляторы, и будет лучше. В общем, я к чему? Десятинные пожертвования, не поймите меня неправильно, я никого не выжимаю. Да, вот сейчас. Но я думаю, что это хорошо, когда мы знаем. То есть, если будет деньги, Господь даст, хотелось бы сделать. У нас есть уже дизайны на стены. И это опять же будет что-то такое лофтовое. И с понедельника мы, думаю, здесь сделаем тоже ремонт. Вот у нас кое-где что-то обшелушилось. Так как это происходит весной, хотелось бы в зиму зайти нормально. Вот те работники, которые у нас там работали, они, наверное, сюда подымутся и здесь начнут вот это исправлять. Также. Вот. Поэтому я ободряю вас. Вот если вы там что-то откладывали и вы думали, давать, не давать десятину, или может быть, я знаю, что бывает такое, что люди, они долго-долго откладывают и потом приносят. Вот если вы там что-то откладывали, если вы можете сейчас у меня просьба к вам, дальше не откладывайте, потому что если мы найдем деньги, мы купим. Потому что, вот сейчас мы на данный момент почти 200 тысяч должны за работу. У нас договоренность, это разным людям, то есть мы еще электрикам до конца не заплатили, строителям. А они как работу сделают, так у нас обязательно что-нибудь прибавляется. Вот там штукатурка, покраска, там мне покрасили, 35 тысяч нужно отдать за потолок. Вот. И я думаю, что мы больше копить уже долг не будем, потому что вот. То, что будет материалы, мы то и будем делать, наверное, да? Вот. Поэтому пусть Господь благословит вас, всех, кто дает. Также в группе у нас есть реквизиты для электронного перевода. Вот. И это не говоря уже про то, что я пока про кабинеты не говорю. То есть в кабинетах мы хотим другой пол сделать, но хотя бы вот это вот пространство сделать. Если мы плитку положим, мы сможем тогда поставить двери, чтобы нормально все было по высоте, и потом уже все остальное. То есть свет и потолок в фойе. И вот слева, когда вы заходите, вот под лестницей обратили внимание пространство, там будет гардероб. Там будут вешала, где можно будет раздеваться. И, может быть, даже у нас будет гардеробщик. Я не знаю, как это будет, но, по крайней мере, у нас будет место для этого. Аллилуйя. Вот. Еще, что бы я вам хотел сказать. Я знаю, вот еще поделиться. У нас сентябрь уже не за горами. Осталось всего пару недель. У нас будет гость в сентябре в начале. Не совсем
Это Сергей Кульман. Уже договоренность с ним есть, он опять к нам приедет. Кто помнит, как он к нам приезжал? Даже я иногда кого-нибудь прошу принести. Дмитрий Петрович. Если он еще вот так возьмет одной рукой и принесет, ну тогда я вообще не знаю. Спасибо большое. У нас будет Сергей Кульман. Вот, и он также приедет, и я думаю, что, наверное, будет несколько встреч, несколько собраний, пятница, суббота, воскресенье как минимум. Можно договориться записаться. Это будет 11 сентября. Когда он у нас будет, это просто такой анонс. Вот. Что еще? Пока все. Хорошо, я ничего не забыл, кто-то может напомнит мне? Ничего не забыл. Помолиться за тех, кто уезжает, точно. Если кому-то предстоит дорога в ближайшее время, вы уезжаете, давайте вы сюда выходите, и мы за вас помолимся. Если кто-то куда-то едет, у кого-то что-то это, мы просто благословим дорогу. Выходите. Кто сомневается, ходи. Вы же вместе поедете. Или она одна поедет, а ты останешься? Нет? Давайте, хорошо, мы помолимся за всех. А также, я знаю, у нас просто есть люди, у кого нет, предстоит дорога. Давайте благословим всех. Отец Небесный, Господь, благодарим Тебя за возможности, которые Ты даешь. Кто-то едет в отпуск, кто-то едет на охоту, кто-то едет в деревню. Господь, благослови всех. Пусть Твоя рука будет над ними. Господь, усмотри, чтобы дорога была легкой, чтобы техника, она работала исправно, чтобы ничего не ломалось. И просим Тебя, Господи, убереги просто от катастроф, от аварий во имя Иисуса Христа. Покрываем все и отдаем Тебе. И просим Тебя, пусть все достигнут своей точки назначения. Кто планирует вернуться обратно, приедет сюда живой, здоровый, целый и невредимый, Господи. Кто едет отдыхать, Господь, благослови, чтобы был хороший отдых, чтобы набрались сил и приехали сюда. Кто едет по другим целям, Господи, отдаем все в Твои руки и просим Тебя, Господь. Все предприятия пусть состоятся, пусть все совершится, пусть сопутствует удача, Господь, найдут нужных людей, и все состоится во имя Иисуса. Пусть будет так. Аминь. Аминь. Слава Богу. И прежде чем я, знаете, как вступление такое, прежде чем мы дальше пойдем в слово, я бы хотел поделиться такой, как-то я однажды смотрел юмористическая сценка такая, и она, там было про старика, про пожилого человека, и она была не совсем на эту тему, но там была такая маленькая часть, интересная, которой я бы хотел с вами поделиться. И, в общем, один пожилой человек, старик, и с ним более молодой разговаривает, и он говорит: отец, а что, давно ты в нашей вере? Давно ты в Господа веришь? Он говорит: да нет, не так давно. Как-то был у нас один мужик в деревне, Иван, здоровенный, ручищи огромные. Так мы поначалу ему поклонялись. Он говорит: в смысле? Поклонялись Ивану? Ну да. Говорит: здоровенный, руки вот такие. Говорит: мог просто тебя скрутить одними руками. Говорит: и что, у вас и молитвы были? И молитвы были. Говорит: могу тебе сказать, приблизительно такая, что: о, Иван, смилуйся над нами, не бей нас, не души нас голыми руками. Я говорю: а когда стали в Господа в нашего верить? Да, говорит, как-то гроза была, и молния прямо в Ивана попала. Мы, говорит, подбежали, а он уже и не дышит. И тут мы сказали друг другу: видимо, есть кто-то, кто побольше нашего Ивана. И я понимаю, что это просто юмористическая, да, вот как бы такая, сценка. Но вот эти вот люди, да, они поклонялись кому-то, да, потому что он был больше, сильнее их, и потому что он мог причинить им боль, да, какой-то вред, заломать их одними голыми руками.
Знаете, как-то еще одно вступление. Я смотрел, как вот в церкви, знаете, в церквях у людей спрашивали, какой ваш любимый стих в Библии? И люди вот как бы выписывали. И на самом деле они разные. У всех какой-то свой. Но было что-то, что объединяет вообще все. Все стихи. И это то, что в каждом стихе, вот, которые любимые выбраны, в каждом стихе говорится про Бога. Ну, то есть Библия, она же не только про Бога, то есть разные же стихи есть. Но во всех вот любимых стихах, которые люди для себя выбирают, где-то всегда говорится про Бога, что у Бога есть план для нашей жизни, что Бог, Он спасает, что Бог, Он обеспечитель, Бог, Он целитель или еще что-то вот такое. Это проходит вот через все эти стихи. И вот один из таких стихов, знаете, это 45-й Псалом, 11 стих, вот первая часть. «Остановитесь и познайте, что я Бог». И многим людям, на самом деле, как бы этот стих, он нравится. И вот есть что-то ободривающее такое в осознании того, что наш Бог, Он не просто какой-то божок, да, что Он говорит, остановитесь и познайте, что я Бог. С большой буквы. Что Он всемогущий, да. Что мы верим великому Богу. Тот, который больше, чем ты, больше, чем этот Иван, больше, чем я. И если вот в этой сценке, да, мужики, они поклонялись Ивану, потому что он мог причинить им боль, то мы поклоняемся Богу потому, что Он заботится о нас, не из-за страха, да? Потому что Он спасает, потому что Он обеспечитель, Он заботится. Псалом 99, 3 стих. «Познайте, что Господь есть Бог, что Он сотворил нас, и мы Его, Его народ и овцы паствы Его». Второзаконие, 7 глава, 9 стих написано. «Итак, знай, что Господь, Бог твой, вот твой Бог, есть Бог, с большой буквы, Бог верный, который хранит завет свой и милость к любящим Его и сохраняющим заповеди Его до 1000 родов». Наш Бог, Он больше, чем любой человек, больше, чем любой из нас. Он всемогущий, и Он заботится о нас. Почему вот этот всемогущий Бог, Он такой Бог, который заботится о нас? Почему? Зачем это Ему вообще? Я думаю, что, знаете, во-первых, прежде всего, вот человеку свойственно волноваться. Человеку очень свойственно беспокоиться. Есть такие вещи в жизни, которые мы не можем контролировать. Обстоятельства, когда что-то происходит с нами, и мы не можем никак на это повлиять. А все, что ты не можешь контролировать и на что ты не можешь повлиять, оно вызывает беспокойство и страх. Вы согласны? Но вот этот 45-й псалом, который мы читали, вот 11 стих, знаете, он начинается так ободряюще, что не бойся, да? Давайте мы прочитаем. 2-3 стих, 45-й псалом. «Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. Посему не убоимся, хотя бы поколеблалась земля, и горы двинулись в сердце морей». Круто. Не убоимся. То есть мы не будем бояться. Почему? Потому что написано: Бог нам прибежище и сила. И дальше: скорый помощник в бедах. Поэтому не убоимся. Не убоимся, не будем бояться. Вот знаете, вот есть вот наука теология. Да? Тео, Бог, логос, слово, наука о Боге, да? Вот такая теология мне нравится. Не будем бояться. Хорошая теология, просто классная теология. Но реальность жизни такова, что
вот не убоимся, вот не буду бояться, зачастую воплотить это в реальность бывает сложно. Когда писался 45-й псалом в то время, вот представьте, какая жизнь была у людей. Гораздо сложнее, чем у нас. Когда людей лечили там кровопусканием, там, я не знаю, ну, то есть какие-то... Медицина была немножко на другом уровне. То есть любая травма, болезнь могла просто быть фатальной. Да, пандемии, которые тоже тогда были. Это не говоря уже про засуху, голод, который мог быть, и про армии вражеские, которые могли пройти, забрать тебя там в полон, увезти куда-то, жену забрать, детей забрать. В наше время гораздо проще. Наше общество, которое есть, у нас есть медицина бесплатная. Ну, у нас в государстве, по крайней мере. Если не устраивает, есть платная. Можно денег заплатить, найти доктора. Есть пожарные, служба, которая приедет, если у тебя пожар. Есть полиция, которая порядок охраняет. Есть армия, которая защищает. От посягательств нас никто не угоняет в рабство. То, что я хочу сказать, это то, что сейчас жизнь человека, она совершенно на другом уровне. Гораздо проще. Вы согласны? Но это не означает, что мы избавлены от страха, который есть в жизни. Но преимуществ у нас гораздо больше. Кто-то может сказать, что, ну, знаете, вот есть люди, которые всегда смотрят, им кажется, что трава, она зеленее по ту сторону забора. А вот там есть развитые страны, там все смотрят на Западную Европу. Есть такое понятие золотого миллиарда. Да, вот условный Запад, как раз который сейчас против нас. То есть прежде всего США, Западная Европа. Но соцопросы показывают, вы знаете, вот людей, которых больше всего одолевает страх, Штаты занимают ведущее место. Даже если у них вроде бы и жизнь такая, да. Ну, кому кажется, что это... Страха у людей не убавляется. Почему? Почему это происходит? Потому что страх, независимо от развития общества, насколько твоя жизнь, она в комфортных условиях, он всегда возникает. Это реальность жизни, потому что всегда в жизни любого человека есть какие-то обстоятельства, которые он не может контролировать. А когда ты что-то не можешь контролировать, у тебя возникает беспокойство. И нет такого человека, который бы вот, ну, не начал ерзать в какой-то момент жизни, когда вот такое что-то оно подходит, в зависимости от обстоятельств. И я думаю, что любой человек, каждый человек, он испытывал страх когда-либо. И когда страх, он хватает тебя, и ты, вот это беспокойство начинается, жизнь, она может быстро превратиться, я не знаю, как подобрать слово. Будешь чувствовать себя не очень хорошо, когда ты постоянно живешь в страхе. Но Бог, Он говорит нам, не позволь этому случиться. Вот все места Писания, которые мы читали. Говорит, не бойся. Вот эта фраза «не бойся», я даже не стал места Писания искать, потому что этого так много в Библии. Если вы хоть что-то читали, он постоянно сквозит. Не бойся, не бойся. Одна из самых распространенных фраз в Писании. Почему нам не нужно бояться? Почему Бог говорит «не бойся»? Вот 45-й Псалом, 2 стих, который мы читали. Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах. И это тот же самый Псалом, который потом говорит: остановись, познай, что я Бог. Он Бог. У нас столько песен, вот, псалмов, которые мы там, знаете, Господь крепость моя, Господь сила моя, и можно продолжать. Это постоянно сквозит. И это не просто пустые слова.
Само понятие Бог, что означает? Высшее существо, высший разум, Он создатель. Он говорит, я Егова, да, Яхве. Он тот самый великий, я есмь в синодальном переводе. Царь царей, Господь господствующих и создатель всего, что нас окружает. Он это создал, Он нас создал, Он Бог. И что самое классное, Он твой Бог. Если бы Он просто был бы какой-то Бог, но Он твой Бог, и Он мой Бог, и это ободряет. Если Он тебе говорит, не бойся, я твоя опора и твоя надежда. И в Писании есть примеры, знаете, когда бывали глупые цари, которые не воспринимали нашего Бога как Бога с большой буквы. Помните, когда Моисей, он стоял перед фараоном, и он говорил, отпусти народ мой. Давайте мы посмотрим. Исход 5 глава, 1 стих. После сего Моисей и Аарон пришли к фараону и сказали, так говорит Господь, Бог Израилев, отпусти народ мой, чтобы он совершил мне праздник в пустыне. Что произошло? 2 стих. Но фараон сказал, кто такой Господь, чтобы я послушал голоса его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Что там у вас за Бог? Кто такой? Что произошло дальше? Бог показал ему, кто он такой. И почему он будет его слушаться, да? Прошло несколько недель, и вы все знаете вот эти 10 казней египетских. То есть, в конце концов, он все равно отпустил Израиль. С той лишь разницей, что страна пришла в запустение. То там одна напасть, то другая. Еще и куча мужчин, младенцев умерла. Вот кто есть Бог, да? То есть он ему показал, что вот кто я, и ты будешь слушаться моего голоса. Много столетий после этого еще один царь был такой, Навуходоносор. Не знаю, куда там ударение ставится. Навуходоносор. Он поставил себе памятник при жизни из золота и сказал, что все должны ему поклоняться. Но было 3 юноши, которые были взяты в плен из Израиля, да, как в полон у него там служили. Сидрах, Месах и Авдинага. Вы помните эту историю? И они сказали, что мы не будем поклоняться. Ну, и ему донесли, да, что вот все поклонились, а они не кланяются. И что произошло дальше? Давайте мы посмотрим. Книга пророка Даниила, 3 глава, с 15 стиха. Царь обращается к ним и говорит, отныне, если вы готовы, как скоро вы услышите звук трубы, свирели, цитры, цивницы, гусли, симфонии и всякого рода музыкальных орудий, подите и поклонитесь истукану, которого я сделал. Если же не поклонитесь, то в тот же час брошены будете в печь, раскаленную огнем. И тогда какой Бог избавит вас от руки моей? Чего вы мне там про Бога говорите? Кто вас избавит, если я вас велю сжечь? И вы знаете, дальше вот 16 стих и дальше. И отвечал Сидрах, Месах и Авдинага, и сказали царю Навуходоносору, нет нужды нам отвечать тебе на это. Бог наш, которому мы служим, силен спасти нас от печи, раскаленной огнем, и от руки твоей царь избавит. Если же и не будет того, то да будет известно тебе, царь, что мы богам твоим служить не будем, и золотому истукану, которого ты поставил, не поклонимся. Все знают эту историю, чем все закончилось. Их бросили в печь, они ходили в огне, и ничего не произошло, да. А те люди, которые их бросали, печь была настолько раскалена, что они все погибли. 45-й Псалом,
11 стих, который мы читали. Остановитесь и познайте, что я Бог. И когда ты познаешь, что Он Бог, Бог с большой буквы, что Он всемогущий, что Он Творец, тебе будет комфортно, тебе будет гораздо спокойней. Не так сильно тебе уже надо о чем беспокоиться и бояться чего-то. Вы понимаете, о чем я? Чему-то. Знаете, вот пример просто такой. Реальная история. Один молодой человек рассказывал про свою бабушку. Бабушке 84 года, и она жила в деревне. И у нее 4 детей, 2 сыновей, 2 дочери, которые тут же живут в этой же деревне. Но они уже выросли, у них свои дома. И бабушка никогда, то есть мать это их, она никогда не звонила детям, если это действительно только не было, прямо нужда какая-то, что тут действительно нужно. Такая была самостоятельная, по пустякам не беспокоила. Поэтому, когда в одно утро ей позвонил сын, она позвонила сыну, он поднял трубку, и она говорит: приезжай. Он сразу забеспокоился, приехал к ней, и она... Сейчас, минуточку, я найду место, чтобы потом продолжить. Он забеспокоился, приезжает к ней, она говорит: слушай, вчера ночью ко мне, похоже, воры забрались в амбар. То есть сарай стоит на этом. Я, говорит, слышу, кто-то шевелится, какие-то вещи двигает. Подхожу, щеколда снята, замок валяется, открыта, дверь прикрыта, и кто-то там шевелится. И сын такой: да ты что, а почему ж ты мне сразу-то не позвонила ночью? Она говорит: слушай, время было 3 утра, или 3 ночи, как-то беспокоить вас. Я, говорит, щеколду обратно закрыла, замок повешала, принесла пару гвоздей и забила еще в дверь. Куда он денется? И пошла спать, легла. Нам бы иметь такую уверенность, когда мы верим, когда мы понимаем, что наш Бог, Он Бог с большой буквы. Вот так взять спокойно, закрыть дверь, забить гвоздей и все доверить Богу просто, и пойти спать лечь. И пусть Он разбирается. Потому что Он, написано: Царь царей, Господь господствующих, великий я есмь. И все, что там перечисляется, Творец всего, великий Бог, Создатель всего вообще, вот если только вдуматься, насколько, я не знаю, вот кому-то интересно, нет, времени, может быть, не хватает, но я периодически интересуюсь вообще вот устройством Вселенной, там звезды и так далее, и так далее. Уму непостижимо просто. Как вообще все устроено. И в Библии написано, что, знаете, там просто вообще одна строчка. Создал звезды. Насколько все вообще. И вот этот Бог, Творец всего, Он твой Бог. И Он говорит: остановись и познайте. Остановитесь и познайте, что я есть Бог, да. Остановись, познай, что я есть Бог. О чем Он вообще говорит? Вдумайтесь только во фразу. Почему мне нужно остановиться? Что это означает? Я брал и смотрел разные переводы вот этого. Можно выбрать стих и посмотреть все переводы, да, которые существуют. И в оригинале что это? Здесь значение этого слова, что остановись, успокойся, не суетись, не дергайся. Вот в этом вот смысле остановитесь. Не в том смысле, что, и даже в этом, что ты шел куда-то, просто успокойся. Остановись, познай, узнай, что я Бог великий, вот так можно сказать, что я Бог с большой буквы. Вот чтобы показать, знаете, вот донести до вас такой пример. Я думаю, у каждого вот бывало, вот если ребенок заноску в палец засадил, и он приходит к тебе. У кого-нибудь было такое? У меня с каждым было. Да, и вот он приходит, и в зависимости от размера заноски, то есть заноска, она, как правило, обламывается и остается под кожей. Здесь ее там нет, особенно если какая-нибудь она там
деревяшка была трухлявая, да, ее не просто так, ты ее начинаешь выковыривать, она может там рушиться. Но суть в чем? Он приходит и плачет. Больно. Ты берешь палец, говоришь, так, вроде бы нужно достать, потому что если не достанем, так и будет больно, потом загниет, палец растарабанит, будет еще хуже, нужно доставать. Нужно, соглашается, да. Как только ты палец покрепче сжимаешь, там, да, слезы там и нужно взять иголку и пинцет, например. Ну или пинцет не помогает, бывает просто иголку. Даже если палец уже вроде бы держишь, все там но только иголкой начинаешь лезть, что происходит? Руку сразу выдергивает, начинает, мне уже ничего не надо, там, плачет и так далее. Юлит, и ты говоришь, что? Так, успокойся и не дергайся. Потому что если ты будешь шевелиться, если ты будешь что-то делать, я не смогу тебе ничем помочь. Я не смогу тебе эту заноску выдернуть. Успокойся, остановись, не двигайся. Сейчас все будет. Когда жизнь, она наваливается и становится сложной, когда что-то происходит не так, как мы этого ожидали, и тебя припирает к стенке, мы начинаем ерзать. Я думаю, что вот здесь значение слова, вот этого стиха, оно в этом. Остановись, успокойся. А мы начинаем паниковать, часто бывает, да? А причина, почему мы не можем остановиться и успокоиться, потому что мы забываем вторую часть этого стиха, где написано «остановитесь», да, сначала, и второе, что? «Познайте, что я Бог». Что это означает? Что он говорит? «Познайте, что я Бог». Он говорит, доверься мне. Я позабочусь, я могу справиться с этим. Я достаточно великий и большой Бог, чтобы убрать это от тебя. Не надо ерзать. Еще один пример. У меня и с моими детьми было такое, разное, да. И вот сейчас мы, когда ездили, был молодежный лагерь, у нас у одного служителя был, он взял с собой маленького ребенка, потому что, некуда было девать, их было не так много, но были маленькие дети. И один из них получил травму. Катался там на горке, у него бежит кровь, и у него там истерика. Он плачет навзрыд, и решили его увезти в город сначала, там, и когда вот это говорят, и он сидит, его в кресло уже пристегивают там в машине. И все, и слезы там и мы как бы так посоветовались, ночью ехать, и вообще там, есть вероятность того, что, если грязь попала там и так далее, а так, вот просто, знаете, так, все, успокойся. Ты вот не веришь? Вот с тобой все будет хорошо. 15 минут прошло. Вот до этого полчаса рыдал просто. Особенно, когда вокруг так ходишь, а тут, знаете, вот просто, вот послушай меня, вот поверь мне, знаете, вот то же самое вот с моими детьми бывало. Ты смотришь, и тебе видно, и ты как бы успокойся, доверься мне, я тебе точно говорю, вот с тобой все будет нормально, выживешь. Вот это то, что происходит, когда на нас наваливаются сложности, трудности, проблемы в жизни. Кто-то может плакать, беспокоиться, и кажется, что уже вообще ничего не работает. И Бог говорит, ты мне доверяешь? Успокойся, я Бог. Я могу все исправить. Но тебе надо остановиться и не дергаться. Доверься мне. Кто-то может задать вопрос. А как достичь вот такой вот точки, когда вот у тебя проблемы, они возникают, да?
И чтобы вот успокоиться и понимать, что Бог, Он на нашей стороне. Не впадать в панику, еще что-то. Знаете, это вопрос близости. Вопрос близости с Богом. Как близко ты к Богу? Чем ближе ты ходишь с Богом, тем больше ты Ему будешь доверять. Мы когда были на сплаве, я краем уха слышу, там сели молодые люди, один там, кто-то из наших, пацаны сидят, и парень молодой, он уже постарше, там, я не знаю, под 30, там, 20 с лишним. И вот они сидят, о чем-то разговаривают, и я слышу такую фразу, что когда будет кризисная ситуация, ты никогда не упадешь на уровень своих ожиданий, но упадешь на уровень своей подготовки. Чего-то такое, какая-то высокопарная такая заумная фраза. И это истина, да, когда тебе нужно там какие-то реакции делать, вот у тебя какие-то ожидания есть, что я буду какой-то там великий. Скорее всего, произойдет то, к чему ты натренирован, к чему ты подготовлен. Вот вы знаете, здесь то же самое, вот как с Богом, вот в близости. Чем ближе, если у тебя есть вот привычка полагаться на Него, и чем ближе ты к Нему ходишь, у тебя ожидание, может быть, есть, когда припрет, ты все равно пойдешь. Но вот чтобы первая реакция твоя была, она вот от близости зависит. Если ты привык доверять Ему постоянно, в мелочах, тогда первое, что любая какая-то проблема, сначала, если ты ее Богу отдаешь, а потом уже свои, то есть помолился там, по крайней мере. И чтобы проиллюстрировать это, еще один пример. Вот прикольный, как мне кажется, такой, который иллюстрирует все это. Тоже реальная история. Папа и сын. Папа верующий, рассказывает ему про Бога, что наш Бог, Он велик, Он большой, Он может все. И сын задает ему вопрос: па, а насколько велик Бог? Вот Он большой. То есть началось с того, что он рассказывал, вот у нас там пацаны в школе, кто сильнее, тот там как бы и... Он говорит, что наш Бог, Он гораздо больше всех этих пацанов. Он говорит, а насколько большой Бог? Отец подумал, и над ними самолет летит. Не в смысле взлетает, а там, на своем эшелоне в 10 тысяч метров идет. От него только след инверсионный вот этот видно. Он говорит, насколько большой самолет? Он говорит, я не знаю. Отсюда маленький какой-то кажется. Он говорит, хорошо, садись. Он его садит в машину, они живут в районе аэропорта, подъезжают за проволокой, то есть, летное поле, и стоит магистральный лайнер, широкофюзеляжный. Он говорит, это тот же самый самолет, который летит там. Насколько он большой? Он говорит, да он огромный. Он говорит, то же самое с Богом. Чем ближе ты к Нему, тем больше Он в твоей жизни. Если Он далеко от тебя, какой-то маленький и незначительный, но если ты рядом с Ним, то Он огромный. Чем ближе ты к Богу, тем более великий Бог в твоей жизни. Поэтому возникает вопрос не насколько Бог велик, а насколько близко ты к Нему. Аминь. Чем больше времени ты проводишь, общаясь в церкви, вообще посещая церковь в том числе, молясь, читая Библию, общение с Богом, тем ближе ты к Нему становишься. И тем больше Бог в твоей жизни. Потому что ты думаешь о том, что тебе нужно держаться поближе к Нему. Поэтому успокойся, остановись и познай, что Бог есть Бог с большой буквы. Весь вопрос вот в этом вообще остановитесь и познайте, что я есть Бог. Это быть ближе к Нему, быть рядом с Ним и доверять Ему. В этом фраза вся заключается. Потому что наш Бог
Он правит. Он великий, все ему подчинено. Он не просто там создатель и так далее, но вот царь царей, вот это все. Он правит. Кто-нибудь скажет да? Аминь. Так и есть. Но все это не имеет никакого значения, если ты не принадлежишь Христу. Поэтому сначала нужно верить, что Бог есть, понимать, что мы грешные, нам нужно покаяться, провозгласить Иисуса Христа своим Господом и Спасителем, покаяться в грехах, принять водное крещение. И потом ты можешь сказать, что ты мой Бог. Аминь. Вопрос. У нас есть кто-нибудь, кто ни разу не молился? Молитвы покаяния вы не принимали Христа как своего Господа и Спасителя. Если кто-то есть, и вы хотите, мы можем это сделать. У нас есть кто-нибудь? Я практически не вижу никого незнакомых. Да? Поэтому тогда можно прославленцев попросить прийти. У меня все на сегодня. Я надеюсь, было какое-то ободрение в этом. Пожалуйста, слава Богу за все. Давайте мы тогда Господа прославим.
превозносим Тебя, Иисус, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, мы превозносим Тебя, Иисус. Доверять Тебе не боюсь, доверять Тебе не боюсь, доверять Тебе не боюсь. В Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. Доверять Тебе не боюсь, доверять Тебе не боюсь, доверять Тебе не боюсь. В Твоих надежных руках моя жизнь, Иисус. О, мы доверяем Тебя, доверяй Ему. Аллилуйя! Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Ты доверишь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Пройдут печали, страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Ты зажигаешь мое сердце огнем пылающей любви. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Пройдут печаль, страх, сомнения, все, что мне встретится в пути. Иисус, в Тебе моя надежда, с Тобой я все смогу пройти. Не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай, не забывай, не забывай Божьей любви, не забывай силы крови, не забывай жертвы Христа, не забывай.
Слава Богу. И заметили, какая песня была, да, вот первая? Мы не сговаривались, вот там, ты Бог, знающий все сердца. То есть, как раз. У нас будет сейчас небольшое объявление, но вообще с миром Божьим. Господь вас благословит пусть на предстоящую неделю. Добро пожаловать в следующее воскресенье в 11 часов. Не в 11:30, в 11. Приходите сюда. И у нас есть небольшое объявление. Драгоценные, объявление маленькое, коротенькое, но предисловие. Кто хочет видеть чудеса в своей жизни? Ой, так мало? Жалко. А в церкви кто хочет видеть чудеса? Молодцы. Вот всех вас ждем в пятницу в 16:00 на молитве. Здесь, в церкви. Да, в эту пятницу. Почему, когда... Ну, постарайтесь. Бог ради нас пошел на крест, оставил все свои небесные дела, пришел на землю. Так что мы ради Него тоже, наверное, можем выкроить один раз в неделю пару часов, чтобы поговорить с Ним. В общем, хочется, чтобы когда Бог к нам обращается, мы не говорили, а почему я? Да я вообще недавно в церкви, да я не знаю, я еще не умею. А чтобы мы говорили, а почему не я? Почему не я? Хочу быть я. Пожалуйста, приходите на молитву. Вы знаете, какая в этом сила, какая в этом мощь. Маленькое свидетельство. В прошлую пятницу молились за продажу квартиры, которую не могли продать 8 лет. Это не шутка, это здесь на Космонавтов недалеко. 8 лет не могли продать квартиру. Причин много, там соседи печальные вообще. После молитвы я пришла, через 3 часа мне позвонили и сказали, что квартира продана. Причем за хорошую цену. Разве это не Бог? Приходите, пожалуйста. Еще мы планируем в конце месяца, последнюю пятницу месяца, всеночную молитву, благодарение за прошедший месяц и благословение предыдущего, будущего месяца. Приходите. Чем нас больше, тем мы сильнее. Все, можно пообщаться, конечно, остаться так с миром Божьим по домам.